кабинете у педиатра Марины Константиновны всегда тепло и уютно. А на приеме не слышно плача или криков малышей. К ней на осмотр они приходят не боясь, ведь к каждому ребенку у врача особенный подход. Молодец, Ника, молодец. У маленькой Ники обструктивный бронхит. У Марины Константиновны она наблюдается уже неделю и охотно проводит все процедуры. Благодаря усилиям врачей состояние ребенка намного улучшилось. Сейчас малышка выздоравливает. С одышкой мы попали, у него был кашель и усиленная одышка. Ну, сейчас уже легче, конечно, сейчас уже лучше. Здесь все идеально, особенно врач у нас очень, она нам очень помогла с этой болезнью. У нее это с рождения почти. По словам врача-педиатра детской республиканской больницы Марины Гегия, на сегодняшний день из-за карантина и пока что отсутствия сезонного гриппа обращаемость в медучреждение намного снизилась. В день обычно на прием приходили около 150 маленьких пациентов, сейчас около 50. Да и укладывать на лечение врачи стараются лишь при острой необходимости. В основном это малыши с хроническими заболеваниями при обострении или ухудшении состояния. У многих детей диагнозы одинаковые. Очень много детей с поражением мочеполовой системы, то есть с пилонефритами, с инфекцией мочевой системы, с сахарным диабетом очень часто поступают к нам дети причем в дебюте сахарного диабета. Новорожденные дети, которые на второй этап поступают к нам сюда. То есть нозология достаточно обширная. Сюда обращаются те дети, которые нуждаются непосредственно в госпитализации. Те дети, которые были осмотрены в поликлинике и нуждаются в госпитализации, они направляются к нам сюда. Ну и те, которые из районов, поступая, обращаясь к нам в приемный покой, к нашим педиатрам и нуждающиеся в госпитализации, конечно, укладываются сюда. Вообще детская больница богата на профессионалов высокого уровня. Марина Чикованя работает в детской больнице с 1999 года, сразу после окончания Ярославской медицинской академии. Изначально поступала в педиатрию, пытались отговаривать знакомые, но как-то пошла все-таки туда, куда мне это было интересно и куда мне хотелось, из-за любви к детям. Врачи признаются, что выбрали сложную профессию. Каждый день это вызов. Педиатрия – самая трудная, но и самая благородная работа. А еще очень ответственная. Ведь в руках врачей жизни маленьких детей. Но главное здесь любовь. Дети всегда ее чувствуют и отвечают взаимностью. Педиатрия, мне кажется, это особая профессия, и врач-педиатр – это совершенно другой врач по сравнению со всеми остальными. Конечно, у нас специфика совершенно другая, отношение к детям совершенно другое по сравнению с взрослыми. Есть такая даже когорта детей, которые, вот когда я только начинала работать, они были тогда уже подростками, а сейчас приходят уже со своими детьми. То есть есть и такое. Ну, любовь к детям, она, конечно, на всю жизнь. Есть такая категория детей, которые уже выросли, имеется в виду уже в подростковом возрасте, но периодически дают о себе знать не по случаю заболевания, а по поводу каких-либо праздников. И это очень приятно. Ну, профессия врача вообще это было, конечно, мечтой всей моей жизни, и немаловажную роль в этом и мои родители сыграли, то есть они привили мне любовь к медицине. Касаемо педиатрии, это был мой личный выбор, хотя моя семья большая половина моей семьи была против педиатрии именно, но любовь именно к детям двигала мною вперед, и было желание, непреодолимое желание заниматься именно детьми. Ну и моя мечта сбылась, как говорится. Работаю я в этом отделении с 2000 года, то есть получается уже ни много ни мало, но 20 лет. Врачи-педиатры следят за здоровьем детей с самых первых дней жизни. Сейчас на стационарном лечении в детской больнице находится 8 детей. Один из них – маленький Нахар. Он родился 7-месячным. Вначале все было хорошо, но потом возникли проблемы. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Поступил он к нам 3 дня назад. Поступил он в состоянии ксикоза. Ребенок родился глубоко недоношенным на 28-29 неделе. В общем, все у него было хорошо. Случилось так, что у мамы было недостаточно грудного молока, и мама самостоятельно дала ему смесь, которая для глубоко недоношенного ребенка немножко не соответствует его физиологии.
и произошел срыв. В состоянии ксикоза он к нам поступил. На сегодняшний день его самочувствие уже удовлетворительное, получает он уже только симптоматическую терапию, и мы возобновили кормление его по часам, как нужно, и в том объеме, который соответствует его возрасту. Международный день детских врачей, который отмечается 20 ноября, не случайно совпадает с Днем ребенка. В 1954 году Генеральная ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести практику празднования этой даты. Хотя дату ООН предложила выбрать каждому государству в отдельности, все же 129 стран отмечают День педиатра 20 ноября. А все потому, что в этот день была принята Декларация прав ребенка, а еще 30 лет спустя Конвенция прав ребенка. Что может быть важнее для малыша, чем здоровье? И кому можно доверить своего кроху? Конечно, врачу-педиатру. Вот поэтому эти две даты отмечают в один день. Доктор, наблюдающий за состоянием здоровья пациента, и сам малыш. Кугут Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.